Я пришел в теплоэнергию в 21 год. В 2006 году устроился в энергорайон Автодорожный в должности мастера. По данное время до сих пор работаю. В 2015 году меня назначили начальником этого участка. Наш энергорайон называется Автодорожный. Он из себя представляет организацию по обслуживанию близлежащих котельных в квартале Автодорожный и птицефабрика. У нас всего 11 котельных по всему району Залога. Это улица Автодорожная, Красильникова. Также у нас котельная есть пригород и котельная квартальная на птицефабрике. Работаю по сей день. Вот в этом году буквально 6 и 7 июля у меня будет 15 лет моего трудового стажа в организации. На данный момент в нашем структурном подразделении работает 74 человека. Большинство из них, естественно, это операторы котельной. Бригада слесарей у нас 21 человек, из них 5 сварщиков. И инженерно-технические работники 6 человек, начальник участка и 5 мастеров. Эта котельная называется ЕПАП, мощность ее 15 мегаватт. Она отапливает около 10 многоквартирных жилых домов, также и частный сектор. Из организации она обслуживает автотранспортное предприятие города Якутска ЕПАП-1, а также столичное управление ГИБДД. На данном этапе у нас производится текущий ремонт котельного оборудования, подготовка к следующему отопительному сезону. Сейчас, вот как вы видите, мы подготовили котлы, произвели чистку поверхности нагрева котлового оборудования, почистили горелочные устройства, произвели ремонт обмуровки, произвели замену сетевого оборудования, установили насосы меньшей мощности с установкой частотного регулирования, что привело нас к экономии электроэнергии порядка 30%. Насосы российского производства, в принципе, качеством и экономией мы очень довольны. Через эту котельную вода проходит у нас на следующую котельную, на СХТ ИМРО, после чего вода поступает на Покровский тракт, 5-й километр, для обеспечения людей питьевой водой. В этом году мы запланировали строительство новой квартальной котельной в микрорайоне птицефабрика. На данном этапе проводятся согласования по проектам. Ждем результаты изыскательных мероприятий, после чего приступим к строительству котельной. У меня частный дом. Я, естественно, занимаюсь строительством, благоустройством, так сказать, своего гнездышка. У меня 2 детей малолетних, я занимаюсь их воспитанием, вожу их на тренировки, на подготовительные курсы. Также я очень люблю активный отдых на природе, очень люблю охоту, рыбалку. За 15 лет действительно, как уже ранее мы подчеркивали, что мы проводим работы по реконструкции котельных, также по строительству новых котельных. Это довольно ощутимые такие мероприятия у нас, которые должны сказываться на жизнеобеспечении людей, направленные на улучшение качеств, предоставляемых нашей организации. И действительно, в последнее время мы набираем динамику в этом направлении.